Я передам в твои руки решение этой потребности, которая заставила тебя так плакать, доверившись тебе. Ответ на ваши проблемы уже под рукой, вас окружит чувство безопасности. Вы продолжите стремиться всем угодить, мое место в твоей жизни и твоем сердце с этого момента будет неоспоримо. Принятие унижений других равносильно преуменьшению той ценности, которую я вам придаю. Избегайте ненужных конфликтов, избегайте отвечать криками. Я лишь призываю вас установить границы с теми, кто манипулирует вашими эмоциями и вредит вашему счастью. Я даровал тебе дух, наполненный любовью, силой, самообладанием, мудростью и мужеством. Сердце твое не подвластно страху, оно никогда не будет рабом трусости. Они признают вашу уникальность и что в вас есть что-то необыкновенное. Они стремятся подражать вам, но это им недоступно. Я предложил свою любовь и благословение, но они были отвергнуты. Я дал слово, и они приняли собственное решение. Упорствуя на правильном пути, вы идете по пути праведности и пожните много благословений. Вместо этого они устремляются во тьму печали и несчастий. Упорно идите по этому священному пути, не отклоняясь и не возвращаясь назад. Поэтому я оставляю вам лишь проблеск будущего, которое вас ждет. Я не помню прошлого, я позабочусь об этом. Протяни руку, доверив мне все свои проекты. Ищите меня каждый день и преклоняйте колени, чтобы получить мое руководство. Отныне тебя ждут только чудеса и триумфы. Жизнь представляет проблемы, будут трудности, но моя любовь окружает тебя, и моя сила всегда поможет тебе. Перед лицом невзгод не бойся, смело идите вперед, победа будет за вами. Мягко отвечайте тем, кто противостоит вам. Не позволяйте им посеять в вас сомнения. Те, кто участвует в поражении, делают это по собственному выбору. Я не приказывал наказывать и не пытаюсь заставить их платить за свои ошибки. Они отделили меня от своего сердца и не имеют направления. Они стремятся деморализовать других. Обратите внимание на свое влияние. Я надеюсь, что ваша вера не угаснет, что вы сохраните свою индивидуальность. Я дал вам жизнь и радость, восстановил вашу цель и наполнил ваше существование миром, тем самым увеличив вашу мудрость. Сосредоточьтесь на себе и своей семье. Не беспокойтесь о том, чтобы угодить миру, избегайте беготни, полной забот, жизни, навязанной другими. Не переживайте, если вас не примут. Если кто-то вас раздражает, найдите минутку и позвольте мне поработать над вашим персонажем. Не реагируйте сразу на оскорбления или крики, сохраняя таким образом свой покой. Когда вы решите ответить, делайте это с добротой. Ответ любви может тронуть даже самое упрямое сердце. Позвольте моему Святому Духу говорить через вас. Многие растеряны, в смятении и проецируют на вас свое разочарование. Визуализируйте свою землю чистой и ухоженной, вы отражение безмятежности, у вас миролюбивый характер. Они попытаются спровоцировать тебя, но не заставят тебя потерять контроль, потому что я твой Бог и хозяин твоего сердца. Я скажу тебе, что сказать, обратите внимание на эти слова. Мягкий ответ обезоруживает ярость жестокого человека. Вы будете поражены трансформацией вашего персонажа. Они больше не увидят вас грустным, тревожным, подавленным или раздраженным.
Лицо Твое отразит мою святость, и из уст Твоих потекут слова, которые ласкают и исцеляют душу. Ваши решения мудры, ваши плоды превосходны. Те, кто сбился с пути, захотят перемен и придут к вам. Поделитесь правдой, вы отдали свою жизнь, и все ваше существование изменилось. Это великий дар, благословение, как никто другой. Другие чудеса уже в пути, ничто не может остановить их. Всегда держите взгляд на горизонте. Приходите каждый день, преклоняйте колени и доверяйте мне в своих путях. Я открою двери к успеху и счастью. Ежедневно погружайтесь в мое мощное слово и с верой благодарите за грядущие чудеса. Я тебя люблю. Не забывай, я очень тебя люблю. Мы восхищаемся вашим мужеством и верой, которую вы проявили до сих пор. Меня, как отца, это радует, потому что ты мой сын, моя дочь, и ты на правильном пути. Поздравляю! Слушать мое слово и проводить время в молитве – это необычайно. Это приносит пользу вашей душе, приносит мир в ваш дом, укрепляет ваше сердце и гарантирует жизнь, полную бесконечных побед и благословений. Это правда, что трудности возникнут, но завистливый враг побежит от вашей настойчивости, даже если иногда он будет возвращаться, чтобы бросить вам вызов. Не бойтесь, не унывайте, огорчение присуще этому миру, но моя любовь и присутствие всегда с тобой. Позвони мне с уверенностью, я здесь. Я предоставлю вам все, что вам нужно, и даже больше, но сначала наберитесь мудрости и ума, чтобы заботиться и управлять тем, что я вам даю. Так вы закроете двери перед пожирателем и не переживете заново моменты, когда потеряли все, что вам было дано. Оставьте этот опыт позади, извлеките уроки из уроков, которые он вам оставил. Теперь вытяните руку вперед и решительно идите шаг за шагом. Не торопитесь. Идите со мной с миром, без страха перед будущим, ибо теперь вы понимаете, что, покаявшись в своих злых путях, я простил вас и забыл ваши грехи, и Дух мой Святой обитает в вас. Тебя направляет моя любовь, и ты придешь к цели, где получишь свою награду. Ваша вера в меня будет вознаграждена, и ваша семья также будет благословлена. Поделись моим словом, принеси утешение страждущим. Идите и посмотрите, как откроются небеса, наполняющие вас здоровьем и счастьем, знаниями и решимостью. Сила и божественное прикосновение, наполняющие вас энергией, это мой дар тем, кто мне служит. Я очень люблю тебя и рад видеть, как далеко ты продвинулся. Я вижу вашу веру и ваше желание двигаться вперед, и смотрите, я тоже праздную вместе с вами. Вы достигнете невероятных расстояний, вскоре вы откроете для себя чудеса, которые я сотворил в вашей жизни и жизни вашей семьи. В нужное время вы придете к благословению, миру и истинному процветанию. Отдыхай, моя дорогая дочь, мой дорогой сын, я понимаю твои трудности. Положи голову мне на плечо и позволь слезам течь. Они мне дороги, я собираю их в руки, и когда пройдет буря, этими самыми слезами, которые пролила ты, я покажу тебе, как сильно я тебя люблю, одну за другой. Мы с вами расскажем им причину за причиной. Мы вспомним, почему ты плакала, и когда тучи рассеются, ты увидишь, что ни твоих конфликтов, ни твоих врагов не будет, их больше нет.
Я победил их, я положил им конец, я видел, как они причинили тебе боль, и вмешался. Моего взгляда в бездну было достаточно. Был отправлен. Посмотрите, как сияют ваши слезы, превратившись в прекрасные благословения. Плачьте, когда вам нужно, ибо многие из ваших слез упадут на землю, а другие поднимутся на небо. От тех, кто падает, вы пожните изобилие и силу вместо страданий. Те, кто достиг меня, превратятся в дожди благодати. Оставайся здесь, я не позволю тебе уйти, пока не почувствую необходимую тебе безопасность. Ты не можешь так смотреть на мир, уже день, и если ты продолжишь нести эту печаль, дела у тебя пойдут плохо. Лучше слушай меня, пока твой разум не прояснится. И когда ты поймешь, что освободился от груза, который несешь на своей спине, и что аромат моего присутствия коснулся твоей души, скажи мне. Я оценю силу твоей веры, и если ты готов встретиться с жизнью, я скажу тебе, потому что хочу, чтобы там у тебя все сложилось чудесно. Приходи завтра, мне нужно еще многое тебе показать. Я дарую ему чувствительность и готовлю его к духовной миссии. Окружающие его люди воспринимают и видят. Я благословлю всех, кто его поддерживает, его родителей и друзей. Но тем, кто выступает против этого, придется пойти другим путем. Ваши эмоции заживут, ваши раны исчезнут. Послушай меня и продолжай слушать. Примите слово, которое я предлагаю вам каждое утро. Вы почувствуете себя лучше, ваши слезы прекратятся, и если вы продолжите плакать, то это будет от счастья. Если вы чувствуете мой покой, вы получаете исцеление. Оставайся здесь, привязанный к моим ногам, всегда получай больше. В этот же день в его семье начинается мощное чудо. Именно в этот момент, когда ты слушаешь меня, ты — сила и моя любовь. Я начну с тебя. Я хочу укрепить вас, потому что через ваши губы, ваши руки, ваши глаза, ваш характер, ваш образ жизни вы станете священным инструментом для того, чтобы произошло это прекрасное чудо. Ты чрезвычайно важен для меня. Я всегда с жаром говорю вам, что люблю вас, и горячо надеюсь, что вы разделите эту же любовь с теми, кто о вас заботится. Они взывают о помощи, и вы с непоколебимой верой являетесь их светом. Скажите им сегодня со всей силой своего сердца, как сильно вы их любите. Заставьте их почувствовать, что вы понимаете их с каждым вздохом. Подойдите ближе, возложите свои благословенные руки на их головы, страстно помолитесь за них. Посвятите всю свою любовь, ресурсы и время прежде всего тем, кого вы любите, тем, кто разделяет ваш дом. Вспомните своих родителей, своих близких, тех, кто уехал из-за прошлых обид. Простите их и позовите их с гостеприимством и любовью. Вы увидите, как ваша семья процветает, благословляется и живет в сладком согласии, пожиная великолепные плоды вашей горячей молитвы и усердных усилий. Питайте себя, проявляйте терпение как священную добродетель. Дайте им понять, что дом – это убежище после напряженного дня, потому что это единственное место, где можно найти настоящую и искреннюю любовь. Будут моменты, когда вам нужно будет исправить кривые пути, которые они передают, тем самым показывая вам правильное направление. Если они оценят вашу любовь, они примут ваш совет, но если нет, поднимите их в молитве.
Я формирую ваше сердце, и однажды вы проснетесь, признаете свои ошибки, и я выпрямлю ваши кривые пути. Когда возникают семейные трудности, ищите меня в горячей молитве и не питайте гнева или разочарования. Эти негативные эмоции для тех, кто меня не знает. Для каждой вашей проблемы у меня есть решение, на каждый ваш вопрос у меня есть ответ. Я облегчение твоих забот. Попроси у меня силы немедленно, когда возникнет искушение возвысить свой голос, чтобы мой Святой Дух, обитающий в твоем сердце, не обиделся. Укройся у меня, когда твои силы иссякнут, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Когда вам понадобится дружеское плечо, я буду рядом и протяну руку помощи. Во всем буду вести тебя с любовью, окружу безопасностью. Ваш дом станет оазисом мира, изобилия счастья, удовлетворения и огромного обеспечения. Для меня нет невозможных вещей. Давай, любимый сынок, сегодня новый рассвет. Сегодня на тебя снизойдут великие блага. И никогда не забывайте, я ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Я ваш поставщик, все, что вам нужно, скоро прибудет. Я ваш целитель, окружаю вас своей любовью и предлагаю вам здоровье. Я твой защитник, своими крыльями я укрою тебя, и под покоем моей тени ты обязательно будешь. Мое слово верно, мои обещания непогрешимы. Все, что я сказал тебе, все чудесные обещания, которые я дал тебе, исполнятся, они сбудутся, ибо я Бог и слово мое верно. Я выполню то, что обещаю, я поведу тебя за руку по пути, который я выбрал. В каждый момент, в любой ситуации я с тобой. В какой бы сложной ситуации вы ни оказались, даже если вы думаете, что чудо недостижимо, доверьтесь мне всей душой. Давай мне свои планы каждый день, ставь меня в центр своих планов. Я всегда буду рядом с тобой и помогу тебе. Я показывал свою любовь даже в самые мрачные дни, когда ты думал, что твои грехи забирают тебя от меня. Все бросили тебя, некоторые критиковали тебя, принижали, ранили твою душу, говорили о тебе словами неудачи. Они пытались проклясть тебя, они хотели тебя уничтожить, они пытались украсть твое благословение. Ион, вы чувствовали, что поднимаетесь, и думали, что погибнете. Но, как я делал всегда, я сделаю это снова. Я подошел к тебе с пониманием, благодатью, любовью, прощением и нежностью, и снова из ямы отчаяния воскресил тебя. Не сомневайся, не падай в обморок, провозгласи устами своими, что будешь доверять мне несмотря ни на что, ты восторжествуешь на всех путях твоих навсегда. Я очень сильно люблю тебя, не волнуйся. Чудеса уже в пути к тебе, сын мой. Придет время, когда вы вернете много потерянных вещей. Вы будете свидетельствовать, что для вашего Бога нет ничего невозможного. Твоя судьба в моих руках, и только в моих руках я сделаю тебя процветающим, даже на бесплодной почве. В этом месте, где все жалуются на нужду, где другие отказываются от своих надежд. Но ты, дорогой сын моего сердца, именно в этом месте ты укрепишься. Твои мечты возродятся и с уверенностью приведут тебя к успеху, сын мой. Все, что было сделано, чтобы уничтожить тебя, я преобразовал, чтобы преодолеть то, что сегодня кажется огромным испытанием. Завтра будет грандиозное свидетельство, на горизонте маячит великое чудо. Ваша молитва была услышана,
то, что я хочу дать вам, выходит далеко за рамки того, о чем вы просили. Верьте, я удивлю вас невообразимыми чудесами, поверьте мне, даже если вы неясно видите свою судьбу. Независимо от того, как глубоко ты упал, моя рука здесь, чтобы поднять тебя. Иногда я могу показаться тихим, но я никогда не отсутствую. Моя рука будет держать тебя до твоей окончательной победы. Мои времена идеальны, воспользуйтесь преимуществом, пришло время действовать. Если я скажу тебе идти, иди, если я прикажу тебе встать, встань, если я объявлю тебя победителем, открой свое сердце тому, что я говорю, и не цепляйся за ошибки и грехи прошлого. Прошлое позади, смотри, я изменил твою жизнь, я полностью преобразил тебя, ты уже не тот. Ваше будущее в моих руках, в моем присутствии вы будете в безопасности и защищены. Поэтому я еще раз говорю вам, не бойтесь, провозгласите сейчас своими устами, что вы верите в меня. Наступает время великих благословений для вашей семьи и для вас. Вы сохранили веру, вы остаетесь твердыми. И я с нетерпением жду возможности благословить вас. Теперь вы готовы получить все чудеса, которые я приготовил специально для вас. Я также желаю, чтобы твои трудные дни остались в прошлом, чтобы ты избавился от этого чувства неудачи. Слушайте внимательно, ни один из моих детей не является и не будет неудачником. Никогда. Я люблю их, забочусь о них, готовлю их и исправляю. И если они упадут, я их подниму, если они терпят неудачу, они возвращают мне свои ошибки, просят прощения, и я прощаю их с бесконечной любовью и терпением. Они встают, стряхивают пыль и идут вперед с верой в мое слово и взглядом, устремленным на награду. Мои сыновья и дочери могут совершать ошибки, но у них есть смирение и смелость признать свои неудачи, получить мое прощение и отпустить любое чувство поражения и вины. Он никогда не был неудачником. Враг знает вашу неуверенность и воспользовался ею, чтобы украсть и причинить вам вред. Но я верну вам все, что было украдено у вас. Желаю тебе прожить жизнь эмоциональной свободы, перестать винить себя за прошлое, не наказывать себя, а отказывая себе в возможности победить. Я желаю тебе еще больше возрастать в своей вере и учиться еще больше зависеть от меня. Я призываю тебя сделать то, что кажется невозможным, ибо, дорогой сын, дорогая дочь, я выбрал тебя, чтобы ты был каналом благословений для всех, кого ты любишь. Поэтому вы не можете оставаться в застое. Ты поднимешься, тебе придется преодолеть все воображаемые ограничения, которые ты имеешь в отношении себя, и просто признать, что ты драгоценен для меня. Борьба, с которой вы столкнулись в прошлом, заставила вас жить в эмоциональных страданиях, но это в прошлом. Ваша душа избита, ваш дух разрушен, но вы усвоили уроки. Сегодня вы умеете принимать мудрые решения, выбирать настоящую дружбу и следуйте по пути, который я для вас проложил, готовый добиться успеха и войти в новую фазу сверхъестественных чудес. Благословения, которые вас ждут, наполнят вас верой, силой и радостью. Получите их, они все ваши. Я подниму тебя и продолжу благословлять тебя. Я исцеляю и укрепляю вас, чтобы вы могли полностью восстановиться после всего, что вы пережили. Я поражен вашим выздоровлением. Вы видите, насколько вам помогло обращение ко мне. Драгоценные минуты, которые вы посвящаете мне каждый день,
ваши молитвы, ваши заботы, переданные в мои руки, это бесценные сокровища, которые я превращу в великие благословения. Если я подниму тебя, ты не упадешь. Если я поддержу тебя, ты выстоишь. Я нужен тебе каждый день, и это прекрасно. Я не против, чтобы вы пришли ко мне со своими трудностями и слабостями, своими искушениями, своими ситуациями, которые вы пережили. Я твой Создатель, я прекрасно тебя знаю, знаю все, с чем тебе придется столкнуться. Задумывался ли ты, моя дорогая, почему с тобой произошло так много всего? Сейчас я открою это тебе, показав все победы, которые ты уже одержал. Вы были уникально благословлены этим жгучим желанием не следовать за толпой, и именно таким я вас создал. И это, сын мой, дочь моя, вызвало отторжение у тех, кто почувствовал на тебе силу моей могучей руки. Некоторые люди ненавидели тебя без всякой причины, но теперь ты все ясно понимаешь. Многие не осознали вашу ценность, потому что вы просто не принадлежите их миру. Я выбрал тебя еще до сотворения Вселенной. Вы здесь по божественной причине. Некоторые люди смотрели на вас свысока, заставляли страдать, пытались вас уничтожить, убеждали, что вы не заслуживаете ни успеха, ни радости. Но пришло время вашей победы и вашего исцеления. Ваши враги потеряют силу, когда станут свидетелями вашего возвышения. Сейчас настало время оставить позади все плохое, сожаление, чувство вины, давление, чтобы угодить всем. Ты мой сын, моя дочь, достойная, потому что моя кровь очистила твои грехи, и я изменил твое сердце, и ты всегда будешь иметь право на мою безоговорочную привязанность, потому что я глубоко люблю тебя и всегда буду с тобой. Я не передумаю. Примите этот подарок всем сердцем. Сегодня я хочу сказать вам кое-что особенное. Я прошу вас выслушать меня внимательно. Не ходи. Не игнорируйте эти слова, они для вашего блага. Я сильно люблю тебя и всегда желаю окутать тебя великой любовью, наполнить священным утешением, чтобы даже в испытаниях ты чувствовал себя защищенным, исправленным, благословенным и чрезвычайно любимым. Но поскольку ты живешь в моем сердце, мне нужно сказать тебе кое-что важное для исцеления твоих внутренностей. Я хочу, чтобы вы знали о чудесных вещах, которые я сделаю. Для меня нет ничего невозможного. В это драгоценное время, когда вы знали меня, вы восприняли, поняли и поверили, что мое слово истина и что оно будет исполнено. Это никогда не подведет. Но что-то не так, и я показываю вам это не для того, чтобы обескуражить вас или заставить сдаться. Я говорю вам это, потому что, если вы слушаете меня и подчиняетесь мне, ваши благословения умножатся в геометрической прогрессии. Примите и примите эти слова. И если вы хотите, чтобы двери и окна рая открылись и открылся мост в божественный и сверхъестественный мир, вы должны изгнать из своего сердца все жалобы и негатив. Я очень ценю вашу веру, но не позволяйте жалобам ослабить ее. Не держитесь за негативные чувства и пессимистические мысли, потому что они могут вырасти, и когда вы меньше всего этого ожидаете, ваша чудесная вера может угаснуть. Уберите жалобу со своих уст. Держитесь подальше от дружбы, которая приносит раздоры, сомнения и конфронтацию. Ищите мудрых друзей и решите сегодня, поверите ли вы в меня или отвергнете грядущие позитивные изменения и благословения.
Если ты перестанешь жаловаться, выберешь веру, примешь надежду и отвергнешь негатив, небеса, сын. Моя доченька, тебе откроют. Если вы считаете, что это сообщение может благословить других людей, прошу вас поставить лайк. Ваш вклад важен для того, чтобы охватить больше людей, которые, как и вы, также нуждаются в том, чтобы их выслушали и получили благословение. Оставив лайк сейчас, вы измените ситуацию к лучшему и будете за это глубоко благословлены. Помолитесь со мной. Так, всемогущий Бог Отец, а чудный Боже, Ты в своей бесконечной доброте открыл моему сердцу, что сегодня особенный день заступничества за Твоих сыновей и дочерей, находящихся накануне необыкновенного временного преобразования. Прямо сейчас, о Боже, Ты двигаешь горы, Ты забираешь из рук неправедных, эгоистичных, нечестивых, амбициозных и вручаешь безмерные благословения в руки этого человека. А возлюбленный Отец, пусть она искренне и радостно живет и дышит этим новым периодом, который сейчас начинается. Господь, посмотри на стойкую веру этого человека. Он прошел через долины глубокой несправедливости, но его вера не поколебалась, он продолжает молиться, неустанно настойчиво. А Небесный Отец, пусть эхо моего голоса будет проводником Твоего Святого Духа, посети этого человека в этот самый момент. Успокойся, Боже мой, это сердце, наказанное тоской, боровшееся среди гигантских испытаний. Успокойся, а Боже, этот разум, который воображал самые худшие сценарии. Идите и успокойте этот беспокойный, тревожный ум. Ух ты, Отец, я укрепляю веру этого замечательного человека. Пусть она будет уверена, что сегодняшняя молитва – это небесный дар, полностью посвященный ей. Пусть ты поймешь, а Отец, что ты собираешься погрузиться в этот славный период трансформации. Боже, благослови этого человека полностью, разум, тело, дух и сердце, а также посети, Боже, его дом. Пусть этот дом станет свободным и безопасным убежищем. Дом этого человека окружают интриги, конфликты, ложь, предательство, пороки и вредные привычки. Своими могучими ангелами, избавляющими Бога, окружите ее дом, чтобы никакое злое желание или стрела не могли достичь ее или ее семьи. Освободитель, освободи этого человека от всякого зла. Защити ее личную жизнь, Отец. Пусть рядом с вами останутся только те, кто способствует вашему росту, кто приносит мир и радость в ваше маленькое сердце. Те, кто строит свою жизнь. Удали, Господи, все камни преткновения. Благослови и финансовую жизнь этого человека. Пусть эта трансформация, Отец мой, позволит тебе не только отдать свои долги, но и расти, продвигаться вперед, реализовать мечты, хранящиеся в твоем сердце, и быть источником благословения для всех, кто тебя окружает. Благослови профессиональную жизнь этих людей, о Боже. Откройте двери, создайте пути, чтобы они могли пережить время прогресса и процветания. А теперь, о Боже, благослови отношения и семью этого человека. Пусть в этом доме будет гармония, понимание, любовь, дружба и уважение, о Боже. Я знаю, что молюсь за людей, которым предстоит пережить эту невероятную трансформацию. Я смотрю в глаза душ, которым предстоит рассказать замечательные истории в грядущие дни. Так что действуй, о Боже, изо всех сил и заставь этого человека отправиться в путь трансформации, благословений, роста,
побед и чудес прямо сейчас. Сегодня в вашей семье начнется мощное чудо. В тот самый момент, когда ты слышишь меня, ты получаешь мою силу и мою любовь. Я начну с тебя. Я хочу, чтобы ты стал сильнее. Своими губами, руками, глазами, характером и образом жизни вы станете священным инструментом для совершения этого прекрасного чуда. Ты чрезвычайно важен для меня. Я всегда говорю тебе, что люблю тебя и хочу, чтобы ты распространял ту же любовь на тех, кто о тебе заботится. Им нужна помощь, и у вас есть вера. Скажите им сегодня, что вы их любите, дайте им почувствовать, что вы их понимаете. Подойдите и возложите руки им на головы, благословите их. Молитесь за них, посвятите всю свою любовь, ресурсы и время в первую очередь тем, кого вы любите, тем, кто живет в вашем доме. Подумайте о своих родителях, своих близких, тех, кого разлучили прошлые обиды. Простите их и полюбите их. Относитесь ко всем им с чрезвычайной добротой. Вы увидите свою семью процветающей и благословенной, живущей в гармонии, приносящей чудесные плоды ваших молитв и усилий. Кормите его, имейте бесконечное терпение. Дайте им почувствовать, что они могут вернуться домой после тяжелого дня, потому что это единственное место, где они найдут настоящую любовь. Будут моменты, когда вы укажете на ошибки и покажете правильный путь. Если они ценят вашу любовь, они примут ваш выговор. А если нет, то помолитесь. Я работаю над их сердцами, и однажды они изменятся, признают свои ошибки, и я исправлю их шаги. Когда вы столкнетесь с семейными проблемами, приходите ко мне в молитве и отвергните гнев и разочарование. Эти негативные эмоции для тех, кто меня не знает. Для ваших проблем всегда есть решение, на ваши вопросы всегда есть ответ. У меня есть решение вашей проблемы. Попросите меня о силе немедленно, когда вам захочется кричать, чтобы не оскорбить моего Святого Духа, живущего в вашем сердце. Найди прибежище во мне, когда ты больше не можешь найти во мне прибежище. Позвоните, и я отвечу. Когда тебе понадобится помощь, знай, что я буду с тобой, протяну твою руку во всем. Я буду вести вас с любовью, заставляя вас чувствовать себя защищенным. Ваш дом будет обильно благословлен миром, полным счастьем и огромным обеспечением. Для меня нет ничего невозможного. Скажи мне, во что ты веришь, открой глаза, почувствуй мой покой. Ваше сердце переполняется безмятежностью. Даже там, где вы находитесь, мое присутствие окружает вас. Почувствуй меня, я целую твой дух. Я даю тебе право жить полноценно. Люди вокруг вас полны напряжения, они попытаются запутать вас своими растерянностями и попытаются переложить на вас последствия своих ошибок. Но не позволяйте эмоциям других людей расстраивать и потрясать вас. Здесь, где мы с тобой, в этот священный момент можно на мгновение отключиться от мира и насладиться этим приятным ощущением. Это прекрасно для меня, и я надеюсь, что это прекрасно для вас. Мы можем делать это каждый день, утром или на рассвете. Когда вы откроете глаза, я буду готов к моменту общения, к нескольким минутам общения. Если бы ты только знал, как далеко ты зашел сейчас, держа меня за руку перед моим коленопреклоненным троном. Это особенный день, и вы никогда его не забудете.
Я отмечаю твое сердце и перед всей Вселенной заявляю, что ты моя. Вы измените свой образ мышления, когда поймете, что я вам говорю. Ты поймешь, как сильно я тебя люблю и что ты чудесным образом очень благословлен. Вы будете уверены, что действительно можете добиться многого. Кто сможет бросить тебе вызов? Ты мой сын, моя дочь. Никто не сможет победить вас. Я с тобой. Моя любовь – самая могущественная сила во всей Вселенной. Я не похож на земного отца, который вспоминает и уходит, навсегда забывая, что у него есть ребенок, если над тобой надругались. Не сравнивай меня с ним, я совсем другой, и сегодня ты это понял. Пока твой разум усваивает это великолепное откровение моей привязанности, побудь со мной еще немного. Тебе не нужно говорить, просто наслаждайся каждой секундой и оставь мне всю свою тяжелую ношу. Сегодня, когда вы выйдете из дома, ваше лицо будет отражать мой покой, и все ваше существо будет полно спокойствия. Никто не сможет передать вам негативные эмоции. Я всегда в вашем распоряжении. Я хочу обернуть тебя. С моей любовью каждый рассвет. Я люблю тебя и жду тебя здесь каждое утро. Как можно не любить и не благословлять такого человека, как ты? Мое глубочайшее желание – дать вам вечное спасение. Пусть ты никогда ничего не боишься, пусть ты всегда чувствуешь себя любимой и защищенной, идя по этому миру с высоко поднятой головой, окутанной моей любовью. Я отдал свою жизнь на этом кресте, чтобы сегодня вы могли идти от победы к победе, а не от печали к поражению. Я воскрес на третий день, чтобы вы могли жить сверхъестественной жизнью. Не ограничивайте себя только материей этого мира. Каждый может испытать одиночество, горе, отвержение и боль. Но ты другой. Если однажды вы почувствуете слабость, усталость и эмоции тревожат вашу душу, встаньте и поднимите руки в знак победы. Крикни на 4 ветра, что ты мой сын, моя дочь. Ты сильный, отважный, победитель тысячи сражений, чемпион среди сильных. Ничто не сможет победить вас. Никто не сможет победить тебя. Ты не один. Вы не одинокая душа. Не живите просто в депрессии и темноте. Иди сюда, я зову тебя, здесь, в моем присутствии, твое место. Ты не один. Вы не одинокая душа. Не живите просто в депрессии и темноте. Иди сюда, я зову тебя, здесь, в моем присутствии, твое место. Когда твои колени коснутся земли, мои армии поднимутся с сияющими мечами. Они рассекают ветер, уничтожают зло, и когда твой духовный враг увидит силу и славу, окружающие вас в ужасе бегут, он может кричать издалека, но не осмеливается приблизиться, и его угрозы, даже если они будут услышаны, никогда до вас не дойдут. У этого трусливого лжеца нет ни смелости, ни силы причинить вам боль. Со сколькими смелыми людьми я сейчас разговариваю, я говорю с вами, послушай меня. Это послание предназначено для того, чтобы укрепить вашу душу, чтобы вы держали эти слова в своем уме, чтобы вы пели их в своем сердце. Снова поднимите руки и скажите вслух: «Я навсегда любим Отцом моим Небесным, чудесный Господь мой и Бог мой. Я здоров, я свободен, благоразумен и мудр. У меня есть навыки и преданность настоящего воина-завоевателя.
Вот как я хочу, чтобы ты чувствовала себя каждое утро. Желаю, чтобы эта вера глубоко укоренилась в моем слове. Дочь, сын, я с тобой, ты больше никому не нужен. Не требуй ни от кого внимания и дружба, дочь моего сердца. Я буду продолжать искать все возможные способы, чтобы в мельчайших деталях ты могла почувствовать мою любовь. Скажи мне, что ты тоже любишь меня всем сердцем. Ни одна ваша молитва не останется без ответа. От величайшей до мельчайшей я буду присутствовать и всегда дам вам самое лучшее, самое возвышенное. Мы с вами выходим на беспрецедентный уровень здесь, в стране вашего благословения. Мы ходим верой, а не только тем, что видят наши глаза. Если вы столкнулись с трудностями, не бойтесь. Если ты терпишь потери и боль, добрый человек, я здесь со своей великой силой. Я защищаю тебя, как любящий отец, окутанный нежностью и лаской. Ваше самое мощное оружие – это доверие к этому слову, уверенность в вашей душе, что ваш Небесный Отец ценит и любит вас прекрасным, нежным, величественным, неповторимым, божественным, вечным, сверхъестественным образом. Нет более нежного чувства, чем чувствовать себя любимым и защищенным, даже в самых тяжелых и кровопролитных боях. Когда враг думает, что победил, даже если ты выглядишь грязным от грязи, ты встаешь со слезами на глазах, укрепляемый силой моего Святого Духа, наполняющей твое сердце. Держитесь, вы на правильном пути, продолжайте идти с верой, любовью, верностью, надеждой и искренностью. Потому что ты знаешь, что за пределами препятствий тебя ждет жизнь, наполненная благословениями, окутанная моей благодатью и моей добротой. Я рад видеть, что каждый день ты просыпаешься полной радости и решимости, свободной от цепей прошлого и мыслей об одиночестве и печали. Я счастлив, что каждый день вы свидетельствуете об этой чудесной вере, которую предлагаете мне. Это самый драгоценный подарок, который вы можете мне дать. Ваше сердце, ваша преданность делу, ваша вера – это убежденность в вашей душе, что мой ответ верен. Даже если твои глаза этого не увидят, ты достигнешь больших высот, ты полетишь высоко. У вас есть открытая дверь к моему святому трону, когда вам это понадобится. Я здесь, чтобы ответить: я люблю тебя и всегда буду защищать тебя в своих святых руках. Так было, так есть и так будет. Теперь скажи мне, что ты думаешь. Засуха кончается и начинается дождь, невзгоды, с которыми вы столкнулись, готовили к приходу великого блага. Я слышу, как ты плачешь, спрашивая, когда это произойдет, и еще раз говорю тебе, исполнение моего обещания находится в пределах твоей досягаемости. Внесите свой вклад. Вставай и открывай. Активируйте свою веру, встретите свое благословение с победоносным духом. Не гонитесь за препятствиями, не ищите оправданий, чтобы оставаться на месте. Не позволяйте сомнениям мешать. Здесь, на земле, есть великолепный сад, и именно там ты мне нужен. Ты больше, чем цветок, ты дерево с листвой, дающее тень всем, кто ищет моего присутствия. Я хочу использовать вас, чтобы благословить многих, выразить любовь своей семье, протянуть руку помощи тем, кто страдает. Когда вы делитесь и отдаете, в ваш дом прольется дождь процветания. Сынок, дочка, готовьте инструменты. Приближается жатва, выйдите и почувствуйте аромат поля, готового к вашему триумфу. Ты один из моих избранных, я укреплю тебя, я выберу тебя,
я удалю от тебя всю нужду и нужду. Но будьте осторожны сейчас, не уподобляйтесь тем, кто меня игнорирует, кто тратит свое время впустую и когда видит, что все не получается, начинает винить меня. Они всегда требуют и завидуют таким хорошим людям, как ты, потому что хотят украсть благословения, которые я им дам. Плоды этого урожая Виндуру не позволяют другим собирать их. Даров, которые я дал тебе, никому не доверяй, детей твоих не отдавай в руки пожирателя. Не открывайте дверь вашего дома разрушителю. Приходи каждое утро, ты должен меня услышать. Я дам тебе мудрость, чтобы ты преуспевал во всем, чтобы урожай твой был обильным и еще более обильным. Этот этап вашей жизни готовит нечто чудесное. Ожидайте этого и многого другого от вашего Небесного Отца. Я не благословляю тебя крошками, я проливаю на тебя обильные дожди. Верь, прими и всегда говори мне, что любишь меня. Я выведу тебя из пустыни, я отведу тебя к победе и счастью, которые тебе так нужны. Я делаю это, потому что люблю тебя, ты мне дорог, и у меня есть великая цель для твоей жизни. Будьте очень внимательны, потому что эти слова, которые вы слышите и читаете, правдивы, они не пусты. Я знаю, что ситуация, в которой вы находитесь, огорчает вас. Трудно встречать каждый день с радостью. Сегодня вы переживаете трудности, но ваша жизнь изменится удивительным и сверхъестественным образом. Это были дни печали и непонимания, но сегодня ваше путешествие по этой пустыне заканчивается. Мир пытался поколебать вашу веру, но он не потерпел поражения. Сынок, ты достиг конца этого долгого и трудного пути. Отныне я сделаю твои дни лучше, ты снова будешь улыбаться. Все увидят, как моя сила и могущество невероятным образом обновили вас. Моя мудрость решит все проблемы, с которыми вы столкнулись. После засушливых дней на одинокой дороге, по которой вы шли, вам хотелось пить, вы устали, вы чувствовали слабость, но ваша вера и любовь ко мне и вашей семье дали вам силы встать и двигаться вперед. Терпите до конца, и сегодня я посылаю облака, наполненные особым дождем, живой водой благословения, целебным бальзамом для вашего сердца. Я наполняю твою душу своим духом любви. Договор, который я заключил, все еще остается в силе. Я всегда слушаю тебя, я внимателен к твоему плачу, обращаю внимание каждый раз, когда ты подходишь ко мне в молитве и призываешь мое святое имя. Сегодня вы переживаете время великих чудес и чудес, которые достигнут вас и вашей семьи за вашу преданность и верность, за вашу настойчивость и не сдаваться посреди бесплодной дороги, за веру в меня и меня, доверившего свою судьбу. Я не подведу тебя, потому что я слишком сильно люблю тебя, сын мой. Я знаю свои мысли о тебе, это мысли о добре, а не о зле. Я отдам в твои руки то, о чем ты так много от меня просишь. Скажи мне еще раз своими губами то, чего ты так хочешь, и я тебя выслушаю. С небес, исполняя самое чистое желание сердца твоего, радуйся, сын, дочь, ибо страдания окончены. Теперь ваш момент победы приближается. Скажи мне, что ты веришь в меня. Я люблю тебя глубоко. Ты думал, что меня нет рядом с тобой. Ты думал, что я бросаю тебя. Но сегодня я хочу, чтобы ты знал, что я всегда слушал твои молитвы. Я всегда с любовью смотрел на каждую твою слезу, пролитую в моем присутствии.
Я здесь сейчас, чтобы сказать тебе, что я люблю тебя и что ты очень особенный для меня. Нет для меня большего удовлетворения, чем знать, что ты мой сын и что я твой отец, твоя мать, твой брат, твой Бог, к которому ты можешь приближаться с полным доверием, без всякого осуждения. Я здесь с распростертыми объятиями, чтобы помочь тебе, обнять тебя, поднять тебя. Вы должны знать, что я добрый Бог и что я никогда не меняюсь. Я тот же вчера, сегодня и во все времена. Я всегда любил тебя и всегда буду любить. Не стесняйтесь спрашивать меня, чего вы хотите. Если бы я отдал тебе своего сына, как бы я не дал тебе всего, что есть при нем. Сегодня день твоего чуда, день твоей победы. Возьмите на себя ответственность за каждое из моих обещаний. Эта болезнь должна уступить место моему присутствию. Эти духи, пытавшиеся вас мучить, преклоняют сегодня колени перед моим именем, которое превыше всех имен. Эта семейная и финансовая ситуация в этот день разрешится. Просто верь в меня. Я твой помощник, который поддерживает тебя, возвышает тебя, дает тебе новые силы для продолжения. Если никто больше в тебя не верил, я всегда верил во весь потенциал, который вкладывал в тебя. Пришло время подняться и сиять. Я твой Бог, который укрепляет тебя. Я никогда не оставлю тебя, я никогда не оставлю тебя. Возьми меня за руку и пойдем вместе. В этот день я покажу вам свои планы. Ищите меня в уединении, поговорите со мной, и я вам отвечу. Я люблю тебя и буду любить тебя вечно. Если бы ты только знал, как мне нравится разговаривать с тобой каждый день. Приятно хотеть услышать меня, хотеть прийти и провести со мной время. Но иногда мы забываем. Вы обеспокоены, устали. Ваш разум наполнен мыслями, вы спешите и беспокоитесь обо всем, что вам предстоит сделать. Но сила останавливается, потому что ваш корабль пуст. Вы должны прийти и услышать меня, принести мне свои просьбы, погрузиться в эту реку живых вод. Вы увидите, как все изменится, вы почувствуете себя по-другому, ваше настроение улучшится, ваше тело и разум станут сильнее. Все, что я прошу, это немного вашего времени. Я знаю, что у тебя так много дел, но я просто хочу, чтобы ты уделил мне несколько минут и принес свою веру. Это все, что мне нужно. Попробуй это. Я тебе еще раз говорю, приходи утром, вечером, когда захочешь, я готов. Из источника скалы и божественной пшеницы я накормлю тебя. Здесь, в моем присутствии, времени не существует. Минуты, которые вы посвящаете мне, я превращаю их в силу и воодушевление, в божественную радость, в мир, в удивление, в сверхъестественный энтузиазм, в святую мудрость. На тебя прольются дожди благословений, реки, текущие с неба, моря вечные, кристально чистые и полные. Когда вы предстанете передо мной со всей своей верой, вы достигнете более высокого уровня. Ощущаешь покой души, любуясь таким великолепным пейзажем. Ваш разум успокаивается, ваши мысли гармонизируются. Здесь нет грозовых туч, нет сильных ветров, нет ужасающих угроз. Это твое место, остаться еще немного. Раскройте свои руки и получите отсюда все, что сможете взять. Храните все эти благословения в своем сердце. Наполните свою жизнь дарами,
укройте свой дух моей мантией силы. Как чудесно, как прекрасно ощутить прикосновение моей руки к своей голове. Огонь моего Святого Духа, очищающий всю нечистоту. Эти драгоценные минуты, которые ты посвящаешь мне каждый день, постепенно, шаг за шагом, преображают твою жизнь. Так и должно быть, никакой спешки, никакой спешки. Я хочу, чтобы вы поняли и оценили этот процесс. Вы узнаете меня глубоко, так что в вашем уме не останется сомнений. Даже если я промолчу в твоих самых серьезных трудностях, ты будешь уверен в моей любви и в том, что я скоро обращусь к тебе, чтобы защитить тебя. Вы собираетесь войти в новые двери, лучшие, чем те, которые были закрыты. У тебя была вера, ты верил в мою силу, я сам восстановлю то, что ты потерял. Вскоре вы станете свидетелем бесчисленных благословений, которые накопите. Не зацикливайтесь на потерях, разорванных отношениях или неудачах. Если это были ваши ошибки, вы уже это поняли. Если вас обидели, не держите обиду, исключите из своего сердца ненависть и жажду мести. Если вам изменили и вы преодолели свою печаль, теперь вы знаете, кому доверять. Мы идем к победе обновленным путем. Взгляни на горизонт, там есть гора, которую нужно покорить, а за ней тебя ждут поля, готовые к жатве. Сынок, дочь, ты полна жизни. Я хочу, чтобы ты убедился в своей ценности в моих глазах. Также любите друг друга, уважайте друг друга, подчиняясь моему слову. Берегите свою душу, свой дух, свое здоровье. Каждый рассвет открывайте глаза с божественной уверенностью в том, что у вас плодородная жизнь и цель, обозначающая успех вашей семьи, ваше процветание, ваш триумф. Это все принадлежит вашему будущему. У вас уже достаточно мудрости, чтобы нести счастье в обеспокоенное сердце этого мира. Когда вы слушаете мои слова, ваш разум, душа и дух наполняются сверхъестественной радостью. Оставшаяся депрессия и уныние теперь исчезают. Эти великолепные чувства, вторгающиеся в вашу жизнь, являются проявлением моей благодати, моего милосердия и моей любви. Произойдут бесчисленные чудеса, и мир вокруг вас будет глубоко затронут. Люди посмотрят на вас и почувствуют, что от вас исходит мой великолепный свет. Но берегите себя и берегите свое сердце от гордыни. Я хочу показать миру, что я могу поднять бедных, нуждающихся, угнетенных, отвергнутых, тех, кто подвергся несправедливым преследованиям и неосознанно осужден. Все, что произойдет, плод моей силы. Я царь славы. Ваша семья и ваша жизнь в моих руках. Мне жаль тебя. Примите эту любовь с простотой и благодарностью в своем сердце. Позвольте мне благословить вас еще больше, потому что это мое решение. Не игнорируйте это ценное сообщение. Оставайтесь здесь, дослушайте концовку и не позволяйте никаким отвлекающим факторам обескуражить вас. Не позволяйте своему сердцу наполняться жалобами и разочарованиями. Это проверка вашего терпения. Я хочу видеть, что вы умеете слушать, приветствовать, соблюдать и повиноваться с полной верностью этому священному слову, которое сегодня я собираюсь посеять в вашей душе. Когда ты просыпаешься каждый день, приходи и слушай меня. Я знаю, что ты сталкиваешься со многими испытаниями, иногда даже не имея сил думать. Но здесь вам придется много работать и быть мужественными.
Слово веры может немедленно исцелить вас, ободрить, воодушевить и принести вам процветание. Это реально, это возможно. Решите сегодня поверить всем своим сердцем, что я могу преобразовать вас своей любовью, своей нежностью, своим терпением, своими заповедями и своими советами. Я могу превратить это время скорби в новый день радости и благословения. Вы чрезвычайно важны для меня и для многих, даже если некоторые из них неблагодарны. И не цени свою любовь. Я вижу твои усилия, я восхищаюсь твоей приверженностью любви, не ожидая ничего взамен. Я записываю в свою книгу все, что вы делаете для других. Ты не один, я с тобой. У тебя также есть бесчисленное множество свидетелей, которые наблюдают за тобой, поддерживают тебя с неба и земли. Ангелы-воины готовы сражаться в битвах и уничтожать врагов, убирать камни и препятствия с вашего пути. Есть люди, которые любят тебя и молятся за тебя, и твое имя каждый день упоминается в моем присутствии. Я пожертвовал своей жизнью, чтобы вы получили спасение и свободу, чтобы среди скорбей вы могли наслаждаться покоем и быть счастливыми. В ближайшие дни я открою вам силу моей крови, чтобы благословить вас и вашу семью. Я хочу помочь вам, но мне приятно видеть ваши отношения и ваше искреннее желание прогрессировать. Мне нравится видеть, как ты стремишься к успеху. Пообещай мне, что поверишь мне на слово, обязуешься приходить и слушать меня каждое утро. Откройте широко глаза и обратите внимание. Вскоре вы почувствуете вокруг себя новые и чудесные вещи. Сейчас настало время узнать, кто я, и предстать передо мной всем своим сердцем. Я люблю тебя и обращаюсь к тебе. Поверь, я изменю твою жизнь. Я пришел напомнить тебе, что ты не один. Вчера вы плакали из-за неожиданно возникших проблем. Вас предали и бросили те, кому вы доверяли. Я понимаю, тебе грустно, но я пришел сказать тебе, что твои слезы и твои крики достигли небес, вплоть до моего священного трона. Здесь, где решается ваше будущее, где излечиваются все болезни, где решаются ваши проблемы и где я могу утешить вас в ваших страданиях, вы не одиноки. Я никогда не бросал тебя. Даже несмотря на то, что те, кому ты доверял, ушли, я продолжаю быть рядом с тобой, любя тебя больше с каждым днем. И так будет всегда. Живите с уверенностью, что я здесь, чтобы выслушать вас, и что благодаря силе моей крови вы имеете прямой доступ к моему небесному трону. Здесь, со мной, вы можете принести мне свои просьбы, и я с нетерпением жду возможности выслушать вас с терпением и любовью, как это сделал бы настоящий друг. Я не прошу тебя перестать плакать. Лучше, чтобы ты поплакал и излился, чтобы ты удалил из своей души все, что тебя ранит, чтобы я мог наполнить тебя своим покоем. Но приготовься, потому что после слез твоих придет безмерная радость, и счастье твое будет велико, потому что пришло время благословить тебя. Вы готовы? Теперь ты можешь ценить все, что я тебе даю. Все пережитое подготовило тебя к этому долгожданному периоду. Пришло время открыться окнам небесным, и на вас обрушатся дожди гигантских благословений. Посреди тишины ты сможешь услышать мой покой. Независимо от того, уйдут ли люди, я здесь с тобой, чтобы обнять тебя и утешить твою душу. Ты растешь, становишься сильнее с каждым днем, все больше и больше. Ты ищешь мое лицо и мои слова.
Для меня это значит, что ты верный, мудрый и умный. Сегодня, когда ты закроешь глаза, ты почувствуешь, как моя любовь обнимает тебя и исцеляет. Ты не один, мое присутствие наполняет твою душу радостью. Прежде чем закрыть глаза, расскажи мне о своей боли, поговори о своей печали. Поверьте мне, ваше разочарование бесстрашно скажет мне, что вы думаете. Говорите искренне столько, сколько хотите. Ибо я знаю твои мысли и не буду гневаться. Я хочу, чтобы вы говорили уверенно. Освободив свое сердце, оно снова наполнится миром и надеждой. Вы не потеряете свою веру, ваш разум не будет наполнен страхом. Завтра ты проснешься полной благодарности за все благословения и чудеса, которые я совершил в твоей жизни. Много чудес вот-вот произойдет. Все возможно для тех, кто осмеливается верить, для тех, кто мужественен во времена испытаний и не боится сделать еще один шаг в вере. Много чудес происходит с теми, кто не зацикливается на собственных неудачах, с теми, кто искренне верит в мое милосердие, мою благодать и силу, с помощью которой я могу поднять вас, когда вы падаете и спотыкаетесь. Моя любовь к тебе больше, чем твои собственные ошибки. Покайтесь в своих грехах и решите сойти с пути плохой компании, бегите от пороков, которые вас сковывают. Кричи с пылом и всей своей энергией в моем присутствии. Своим могущественным влиянием я разорву и удалю все цепи, связывающие вас. Я хочу, чтобы ты проснулся завтра и испытал радость и полную свободу. Когда вы откроете глаза, пусть ваши губы поют песни хвалы и благодарности. Выполняйте свои задачи с радостью, подкрепленные силой, которую я вам принесу. Оживите проекты, которые вы забыли, продолжайте работать над теми, которые вы бросили. Будьте уверены, верьте моим словам. Помните, я поместил вас в место, где успех возможен. Я понимаю, что вы переживаете непростое время, но этот период способствует вашему процветанию и полному развитию вашего потенциала. Верь в это, сынок, дочь. Я желаю, чтобы ты процветал во всех сферах, так же, как твоя душа растет, процветает и укрепляется в моей истине. Прежде чем закрыть глаза, признайтесь мне в своем доверии и энергично похвалите меня. Если вы считаете, что этот пост может стать благословением для других, я призываю вас оставить свое одобрение. Ваше участие необходимо для охвата большего числа людей, которые, как и вы, нуждаются в том, чтобы их услышали и благословили. Выразив свое одобрение сейчас, вы измените ситуацию и получите глубокие благословения. Давайте помолимся. В этой молитве я ходатайствую за жизнь тех, кто меня слушает. Под властью, которую ты, Отец, даровал мне, я призываю Твое благословение и Твое помазание на это существование. Человек, открывшийся моему сердцу, устал, обескуражен. Однако, горячо молясь, я знаю, что ваш дух уже работает. Пусть мой голос, достигая ваших ушей, будет сопровождаться обновлением вашего Святого Духа, рассеивая уныние, усталость и преобразовывая негативные мысли. А высшее существо, открой двери, которые никто не может закрыть, проложи пути там, где их нет. Заставьте реки течь в пустынях. Прямо сейчас я заявляю, что все разочарования и усталость исчезнут. Пусть мысли, которые сбили этого человека, исчезнут. И пусть необходимые двери, до сих пор запечатанные,
будут широко открыты. То, что было заблокировано, выйдет на свободу. То, что казалось обреченным на провал, теперь станет успехом. Барьеры и препятствия рушатся, препятствия искореняются. Любой злой дух, который попытается помешать добру в жизни этого человека, будет парализован огнем. Пусть демоны, которые блокируют, задерживают и препятствуют прогрессу, будут брошены в яму. Пусть благословения и победы, заключенные в духовном мире, будут высвобождены сейчас. Пусть этот человек, выслушав меня, получит возмещение за все, что враг украл или помешал получить. Я утверждаю, что с сегодняшнего дня этот человек увидит, что ответы приходят, возможности открываются, процветание приходит в его руки. Период победы над злом, унижения, превратившегося в двойную честь. Бог восстанавливает здоровье этого человека и тех, кого Он любит. Действуйте сейчас, Отец, без промедления. Прямо сейчас ваше чудо находится всего в нескольких шагах веры. В ваши руки я вручаю решение этой потребности, о которой вы так плакали. Решение ваших проблем уже близко. Вас окутает чувство безопасности, вы больше не будете пытаться угодить всем. Мое место будет первым в твоей жизни и в твоем сердце. Так будет отныне. Принимая унижение людей, вы преуменьшаете ценность, которую я вам придаю. Не нужно ни с кем вступать в конфликт. Вам не нужно кричать в ответ. Я лишь прошу вас установить ограничения для тех, кто манипулирует вашими эмоциями и попирает ваше счастье. Я дал вам дух любви, силы, самообладания, мудрости и мужества.